Стоит ли танцевать лезгинку на улицах Москвы? О том, как погасить конфликт культур, мы говорили с президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Юнусбек Булмангиреевич, а по-вашему, кто виноват в начавшихся в России межэтнических столкновениях? Конечно, бесспорно, виноваты организаторы, но как-то назвать их поименно, кто за кем стоит, сложно сегодня. В ближайшее время они тоже будут названы, и с них и надо начинать, чтобы таких беспорядков не было. Владимир Путин сказал, виновата власть, которая должным образом не отреагировала. Какая именно власть виновата, по-вашему? Конечно, здесь в комплексе виновата общественная власть, и родители, и общество, и университеты, и школы, все вместе. Ну и, конечно, система правоохранительная, кто должен пресекать всякие действия экстремистов, ксенофобии, всякие вот эти националистические вещи. Почему? Потому что на протяжении с 90-х годов мы пока не видим, чтобы кого-то серьезно поймали, посадили, арестовали, жестоко наказали. Но при этом каждый день мы с экранов телевидения видим, насколько националистически выступают, говорят не только просто обыватели, но и такие, даже скажу, крупные политики. С кем вы проводили совещание? С главами других кавказских республик, с представителями федеральной власти? В первую очередь мы плотно, очень долго разговаривали с Александром Геннадьевичем Хлопониным. Разговор был, я был и в администрации президента, и у Владислава Юрьевича Суркова. Эта проблема довольно серьезно занимается, поэтому мы буквально, я только вчера прилетел из Москвы, все это время там находился, все эти ситуации, всю эту обстановку мы обсуждали и изучали, да, и свои предложения давали. Помимо этого мы провели в Москве такое крупное, хорошее совещание с участием всех наших представителей студенческих сообществ. С представителями диаспор? Не само диаспор, а именно у нас так есть назначенные старшие во всех вузах Москвы. Тоже довели политику, требования, что не поддаваться на провокации. Я всегда говорю, все должно быть справедливо. И вы, не вы должны быть зачинщиком этой драки. Но если уж случается, конечно, ребятам надо за себя постоять. Несправедливого очень много, и я не зря это говорю, что когда получаешь, что какой-то Кавказ, если что-то сделал, кавказец, это все становится известно всем. И почему-то интересно это обсуждать. Но если это сделали скинхеды или там националисты, славянские националисты, то почему-то получается на это не особо обращать внимание. Вы знаете наверняка, что молодые представители различных диаспор, которые живут в Москве, ходят с оружием. Они говорят, что иначе они не могут защититься. Я категорически против, чтобы это носилось с собой, да. При этом мы, конечно, говорим, что надо осторожным быть, надо понимать. Я не говорю бояться, опять же, надо правильно понимать. Надо быть осторожным. И если ты идешь и видишь, там впереди стоят там молодчики, не надо себя строить героя, ну обойди их там, ну другим путем пойди. Ну, конечно, здесь надо осторожным быть, ребята. Вас слушают или такая сейчас степень обиды и накала страстей, что не слушают ни начальства, ни старших, вот что называется? Конечно, слушают, и в разы меньше тех, которые выходят на улицу. Но опять же, я понимаю прекрасно, как бы я ни говорил, если в общежитии там на одном этаже живут там и дагестанцы, и чеченцы, и кабардинцы, и осетины, и ингуши, а если все выходят, ингуши не выйдут, конечно, тоже неправильно, да, в их понимании. Корпоратив есть корпоратив. Нелепо скрывать, что острый конфликт культур между так называемой титульной нацией и представителями Кавказа существует уже очень давно. Вот многих раздражает та же лезгинка на улицах российских городов и другие проявления разности культуры, поведения. Вообще, что нужно сделать, чтобы сгладить этот конфликт культуры и традиций? Я скажу вам так, просто скажу. Если у меня в Назрани приезжие русские не танцуют с ГПК там, или других танцев, хороводов не делают просто так, без всякой причины, почему ингуши это должны делать в Москве? Вот почему на Поклонной горе ингуши должны просто стать и танцевать лезгинку? Какой там есть повод и что это есть? Это вызов. Этого делать не надо. Прежде чем там посмотреть вслед девушке или женщине, или сказать плохо, или там ее подколоть, грубо говоря, извиняюсь за выражение, или же свистнуть, подумай, что вместе нее идет твоя сестра, твоя мать, твоя жена или еще кто-нибудь, твой родственник. Вот тогда будет понятно в твоих мозгах, надо ли это делать. Это раз. И во-вторых, есть хорошая кавказская пословица, нашими предками еще давно придумана. На чьей орбе едешь, того песни не пой. Если ты там где-то свистишь у себя дома, это нормально, то не надо это делать в Москве.
То есть относись с уважением к той культуре, где ты живешь, где ты обитаешь. Ну, то есть в России есть другая поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сейчас звучат призывы продолжить уличные акции. Звучат, ну, в интернете, конечно, прежде всего, но и не только. Причем это призывы, вот что называется, с двух сторон. Если волну насилия сейчас не остановить, вот к чему это приведет? Конечно, надо очень жестко взять на контроль, вот, особенно интернет. Может даже взять, выявить, с какого адреса, откуда вот это бестолковое существо, которое там кричит, надо всех выйти громить там русских или там выйти громить кавказцев, их тоже надо выявить. И через родителей проводить воспитательную работу с этими пацанами, чтобы меньше этого было. Я думаю, что уже локализовано, но задача сегодня выявить все-таки зачинщиков, чтобы дальше это все не продолжалось.